наступает ледниковый период, и происходят две очень важные вещи, которые в корне изменили ход эволюции Земли. Во-первых, наступает ледниковый период, а во-вторых, на планете Земля появляется человек. Самым известным животным того периода были мамонты. Перед вами реконструкция скелета трехлетнего мамонтенка, совсем еще ребенка, несмотря на такие огромные размеры. У каждого мамонта было 4 коренных жевательных зуба и бивни размерами до 3 метров. Здесь вы видите реконструкцию, а в витринах справа от меня, в этой и следующей, находятся подлинные костные останки мамонтов, найденные повсеместно на территории Акмолинской области. Это и ребро мамонта, и первый шейный позвонок атлант, и спинной и хвостовой позвонок, и даже настоящий зуб мамонта, вес которого составляет 3,5 килограмма. В это же время обитали большерогие олени. Как и современные, они могли сбрасывать рога, и на их месте вырастали новые до невероятных размеров. Во время обитания мамонтов также жили быки, куры, бизоны. Здесь можно увидеть черепа этих животных. И еще одним обитателем был двурогий шерстистый носорог, представленный в диораме. На длинном черепе у него было 2 рога. С помощью самого длинного он добывал пищу из-под снега и сражался с хищными животными. В экспозиции музея есть подлинные костные останки этого животного, хранятся в этой витрине. Это нижняя срединная часть челюсти и фрагментальные кости. В разное время умы разных людей интересовал вопрос, какое же строение Земли, как она возникла, какую она имеет форму. Разные народы думали по-разному. Одни, например, считали, что Земля покрыта стеклянным колпаком, на котором нарисованы звезды и Солнце, и если дойти до края, то можно заглянуть в потусторонние миры. Народы Древней Индии полагали, что Земля плоская, стоит на спинах 3 слонов, а они стоят на огромной гигантской черепахе, которая возит их по бескрайнему молочному морю. Конечно, такие суждения были фантастическими и больше походили на сказку. Но среди многочисленного количества людей были и ученые, которые в реальности изучали Землю. Николай Коперник, Джордано Бруно, Отто Шмидт, Галилео Галилей и Чарльз Дарвин и многие другие, которые были близки к той идее, к той философии, которую принято сегодня считать за правду. Далее мы с вами пройдем в зал археологии. В разное время, если быть точным, то в конце 18-го, начале 19 века ученые-археологи заинтересовались нашими территориями, работали некоторые экспедиции, в составе которых работали такие известные ученые, как Хохлов, Маргулан, Уразбаев, Хабдулина, Акишев, Заберт, Волошин и многие другие ученые. К слову, Хохлов Иван Степанович был и первым заведующим нашего музея. С именем Кемеля Акишева связаны такие известные экспедиции открытия, как Исыкский курган, раскопки на городищах Утрар и Саванах. С именем Заберта Виктора Федоровича связано открытие атбасарской и батайской культуры. Всю историю жизни первобытного человека можно разделить на долгие периоды или эпохи: каменный век, бронзовый и ранний железный век. Перед вами в диораме представлена стоянка первобытного человека. Первые следы жизни первобытных людей в нашем регионе были найдены в Зелендинском районе, недалеко от села Жамантус, на сопке Актас в 1862 году. Первобытные люди уже умели обрабатывать шкуры животных и шили из них одежду, строили наземные жилища, мужчины изготавливали орудия труда из камня и ходили на охоту. Многие считают, что охотились первобытные люди в основном на мамонтов, хотя такая охота была не самой распространенной. Во-первых, добыча мамонта была очень сложной, а во-вторых, справиться с таким количеством мяса было тоже непросто. Мясо начинало гнить, налетали палочки, сбегались другие животные, от которых тоже приходилось нередко защищаться. Поэтому все же мамонт у первобытных людей больше вызывал чувство трепета, чем желание его съесть. Весь каменный век делят на 4 периода. Это палеолит, мезолит, неолит и энеолит. В период палеолита первобытные люди еще мало что умели делать, никаких материалов разнообразных не было, был только камень, и даже процессы обработки камня были малодоступны. Поэтому люди использовали подобные нуклеусы, каменные заготовки, в основном породы яшма и обсидиан. Почему? Потому что при отколке фрагментальных частей всегда оставались острые, режущие края, а значит фрагмент камня уже можно было использовать как орудие труда.
период мезолита вымирают крупные животные, а значит охота с копьем уходит на второй план. Появляется новый вид оружия – это лук и стрелы. Кроме того, в ход идет пластинчатая индустрия, складышевые технологии. Появляются так называемые запасные части у орудий труда. В период энеолита человек изобрел керамику. Это был новый материал, из которого стали делать различные сосуды, посуду, а также стали доступны процессы обработки камня, такие как пиление, сверление и шлифование, а значит, в том числе появляются и формы у орудий труда. Здесь представлены землеройное орудие и каменные отбойники. Период энеолита для нашего региона Акмолинской области и севера Казахстана характеризуется двумя культурами – терсекская и батайская. В частности, батайскую культуру впервые выделил профессор археологии Виктор Федорович Заберт на территории Северного Казахстана. Было найдено более 158 фундаментов, было найдено очень много различных артефактов, на основании которых сделали определенные выводы. И самый крупный вывод и большое открытие в том, что именно люди, относящиеся к батайской культуре, впервые в мире одомашнили лошадь. Жили люди вот в таких жилых комплексах, соединенных между жилищах, полуземлянках, соединенных между собой надземными туннелями. Отдельно было жилище вождя, жилище шамана, административное жилище, камызное и многие другие. Также были загоны для лошадей. Кроме того, батайцы отлично обрабатывали дерево, кожу, встречалась медь, и очень огромную роль в домашнем хозяйстве играло и косторезное дело. Далее мы продолжим в зале эпохи бронзы. Пройдемте дальше. Для нашего региона эпоха бронзы характеризуется в основном андроновской культурой. Здесь в первой витрине вы можете увидеть сосуды из глины и керамики, которые изготавливали андроновцы в основном двумя способами. Это ленточная и формовочная технологии. Жили андроновцы в подобных жилищах. Например, такие жилища были найдены недалеко от Куршула у поселений Павловка. В отличие от батайских, они имели не округлую прямоугольную форму, строились близко друг к другу, и если в батайских жилищах мог быть только один очаг, то есть жила одна семья, то здесь могло быть до 10 очагов, то есть жили целыми общинами. Обязательно такие жилища строили в долинах рек. Важным духовным пристрастием людей того времени был зороастризм. Поклонялись они источникам тепла и света, огню и солнцу. В следующей вертикальной витрине вы можете увидеть женский образ эпохи бронзы. На ногах женщины носили кожаную обувь, сшитую сухожильными нитями. Также надевали тканевые платья с металлическими нашивками. Головные уборы закрывали голову до самых плеч. И появились ювелирные украшения. Масштабные серьги, гривны на шее, браслеты и спиралевидные кольца. Здесь вы видите реконструкцию. В кубах слева и справа находятся настоящие подлинные ювелирные украшения, найденные археологами. Далее хотелось бы обратить ваше внимание на живописную картину на стене. Здесь изображено урочище Кошкарбай, находится в 20 километрах от города Кокшетау. Уникальна эта местность тем, что, работая здесь, археологи находят различные артефакты, начиная от самого раннего каменного века, заканчивая современной этнографией. И здесь же художники изобразили курган необычной формы, курган с усами. Относится он уже к раннему железному веку, скифскому и сакскому периоду. Тогда было социальное разделение людей, были люди более бедные, более богатые. Так вот, статусных индивидуумов, богатых людей хоронили в курганах такой формы, называют курган с усами. Находя такой курган, ученые понимают, что здесь был захоронен не только человек, но вместе с ним было захоронено и более 30 лошадей, а также различное оружие, предметы быта и ювелирные украшения. Причем не только в самом кургане, но и на протяжении всех усов, а они зачастую длиннее, чем сам курган. Ранний железный век. Ярким памятником того периода в нашей области является урочище Киноткель-10. Здесь показаны некоторые музейные предметы, которые были найдены на поселении, там, где люди жили. Это серповидные пластины, ножевидные пластины, проколки, бусины, рыболовные крючки. А в следующей витрине то, что находили при изучении погребения. Костные останки человека, костные останки лошади, а также кинжалы, наконечники копий, наконечники стрел, сосуды и жертвенные камни. Сами археологи зачастую говорят и утверждают то, что изучение погребения является самым ярким, а иногда и единственным способом подробно и досконально изучить ту или иную культуру.
Следующий зал, в который мы пройдем, это зал эпохи Средневековья. Пройдемте. Центральное место здесь занимает живописное изображение степи с подлинным каменным изваянием Бабатас. Такой камень было принято устанавливать в память о героических подвигах, либо поступках, событиях в жизни какого-либо человека. Также здесь в центральной витрине можно увидеть доспехи средневекового воина. Все здесь подлинное, кроме защитного щита и черенка найса, черенка копья. Все остальное – кольчужная рубаха, кольчужная сетка, дулуга, металлический шлем, наконечник копья и айболта – все это подлинные экспонаты, и данный комплекс предметов попал в наш музей более 100 лет назад. Следующая витрина рассказывает об оружии. Здесь представлены реконструкция, лук и стрелы. Лук зачастую изготавливали самостоятельно из березового дерева. Тетиву натягивали из овечьих кишок. Здесь же можно увидеть реконструкцию колчана со стрелами, ударный вид оружия кистень, и подлинные экспонаты – это сабли и наконечники стрел периода Золотой Орды. Следующая витрина посвящена Великому Шелковому пути, системе караванных дорог, ведущих из Китая в страны Ближнего Востока и Европы. Значительный отрезок этого пути проходил по территории современного Казахстана, большей частью на юге, поэтому здесь изображен город Туркестан. Как был устроен Великий Шелковый путь? В течение дня путники, караванщики проходили примерно 30 километров. Это такой отрезок пути, который проходит откормленный здоровый верблюд в течение светового дня. Ночью караван останавливался и дальше не шел, опасаясь разбойников и ограблений. Останавливались в определенных местах, там, где строились крепости, там, где была цитадель, Рабат, Шахристан и так далее. Основными точками, фортпостами, так скажем, или пидстопами, современным языком выражаясь, караванщиков были город Сауран, был город Отрар, Туркестан и город Сайрам. Здесь можно увидеть подлинную коллекцию монет, отчеканенных на монетных дворах Бухары и Самарканда, а также уникальный экспонат – это бронзовое зеркало китайской династии Тан с изображением львов и винограда. Датируется это зеркало XI веком. Далее я приглашаю вас подняться на второй этаж и продолжить нашу экскурсию. Пройдемте.